я вот прям и тебе за твой торт даю 1 балл, и тебе за пирог даю 1 балл. Но в общем счете получается 2-1. Все, вот так. Вот так. У нас есть победитель, друзья! Лучший народный рецепт. Здравствуйте, уважаемые телезрители и сәннісіз қадірлі дуслар. Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». Если вы помните, мы объявляли конкурс, который назывался «Лучший народный рецепт». И финалистов этого конкурса мы обещали пригласить к нам сюда, в студию, и устроить самый настоящий баттл, чтобы узнать, кто же из них лучший. Итак, встречайте. Сегодня у нас в гостях финалисты конкурса «Лучший народный рецепт» Лейля Кашапова и Айгуль Исрафилова. Девчонки, привет! Привет. Как дела, Исанусес? Халляригас ничек? Нормально. Нормально. Так, не с пустыми руками, я смотрю, вы к нам сегодня пришли. Мин алып килдим гбәдия, әле кайнар. Сегодня прям, что ли, испекли с утра? С утра испекла. Во сколько встала, чтобы испечь? В 5. Лейла Кашапова родилась в Твличинском районе в селе Алан. Закончила Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет. Работала кондитером в ресторане «Татарская усадьба». В 2018 году стала победителем конкурса «Лучший свадебный кондитер Казани». Так, Айгуль, у тебя тоже есть подарочки, да? Да, у меня тоже к чаю. Здесь у меня безешки, я тоже приготовила сама. Так. Вот, чтобы было вкусно и сладко чай попить вам. Айгуль Исрафилова родилась в Лениногорске, окончила экономический факультет КГУ и осталась жить в Казани. Работала в банке по специальности экономист-аналитик, в настоящее время в декретном отпуске. Так, и как я говорил уже, у нас сегодня, слушайте, поединок, баттл такой кулинарный у нас сегодня будет. Ну и как полагается, во всех поединках у нас есть 2 тура, и в первом туре у нас будет один основной ингредиент. Это курица. Смотрите, какая свеженькая, вкусная курица. А вы уже сами будете решать, что мы из этого будем готовить. Лейля, что будем готовить? Мы, наверное, приготовим курицу в сливочном соусе и подадим с булгуром. Отлично. С овощами. У меня очень простое блюдо, предельно простое. Я буду запекать курицу с тыквой под сметанным соусом в духовке. Вот, а на гарнир рис. Ну что, давайте-то начнем уже, не будем тянуть время. Все, если я чем-то могу помочь, я с удовольствием буду вам помогать. Помощь нужна будет, мне нужно будет разделать тыкву. Отлично, не вопрос. Все, начинаем, поехали. Так, девчонки, ну что, давайте-ка мы с вами поближе немножко познакомимся. Айгуль, давай начнем с тебя. Ты у нас, наверное, самая первая прислала свои рецепты. Вот. У тебя их было много, у тебя там и треугольнички были, Да, и все. да, Что, да. что еще было у тебя там? Треугольник, сметанник Так. был, костыбы был, да, все, что я помню, по-моему, да. И все так модненько снято, красивенько сверху. Часто это делаешь? или нет? Я начала этим заниматься где-то год назад. Я веду свою кулинарную страничку в социальной сети. По мере возможности, с 2 детьми не всегда получается. Вот, мне это нравится, приносит удовольствие, я вот периодически так снимаю. Ну и у нас в семье тоже принято, у нас все женщины очень вкусно готовят, чтобы вот в доме вкусно пахло едой, это такой вот своеобразный уют, так скажем. У меня ассоциация с этим всегда была, поэтому я решила, что все-таки надо готовить. А теперь у меня муж и 2 мальчиков, и тем более нужно Тем уметь более надо готовить. готовить, да. Так, пока мы тут с тобой болтали-болтали, Лейля уже тоже чем-то занимается. Что ты делаешь? Я помыла булгур, Так. крупу. Потом чуть-чуть обжариваем на сливочном масле и кидаем вариться. А зачем обжаривать сначала? Чтобы сливочный вкус передать хочу. То есть нельзя так, чтобы отварить и прям туда масло Но у кинуть, меня нельзя? вот это такое фирменное. Вот они, секретики. Пошли секретики, Да, ребята, да, да. пошли. Про себя немножечко расскажи тоже, пожалуйста. Я знаю, ты прям работаешь, да? В общепите, в ресторане. Да, работала. Так. Да немножечко такой, да, поединок у нас, не наравне как будто бы получается. Посмотрим. Так, как ты вообще пришла вот к этому, то есть, к готовке? Я выросла в деревне в Тюлячинском районе. Так. У меня и бабушка, и мама очень вкусно готовили. И у меня любовь к еде с детства, наверное. У меня вообще вопрос. Есть хоть одна бабушка и мама, которые невкусно готовят, интересно? Вот реально. Вот мне кажется, таких просто не существует вообще. Да. Булгур я поставила. Ага. Сейчас буду
разделывать курицу. Мне нужна будет грудка, Ага. грамм 300. Девчонки, расскажите-ка мне, пожалуйста, как вам пришла в голову идея поучаствовать в нашем конкурсе вообще? Мне об этом конкурсе сказала моя одна знакомая. Я очень долго думала, вообще стоит, не стоит принимать участие. Я, честно говоря, побаиваюсь таких мероприятий. Но Почему? решила попробовать. Ну, Мы не тут знаю, все это же добрые, как-то мы себя тут на все- показ уже выставлять. Лиля, а у тебя что? Я знаю, ты тоже, ты прям в последний Такие день последний вообще. Прям. день Вот вообще. самый последний день, который есть. Последние часы за 3 часа Так, до стопа. Я была в деревне. ага. Мы убирали картошку. Я с детьми пошла в магазин, и мне по дороге звонит моя соседка и говорит: секреты татарской кухни, идет набор, конкурс. В итоге, В ты итоге всё за 3 сделала часа, за 00:00 я отправила видео, у меня как раз было. Здорово, здорово, здорово. Потом Слушайте. через неделю мне позвонили продюсеры, сказали, что я вышла в финал, Так, и они ждут меня на съемочной площадке. так, ну как у нас дела, Айгуль? Уже почти готова курица. Ага. Я разделала на полукольца лук, Так. добавила курицу, добавила соль, специи. Вот сейчас перемешиваю и буду, забыла как по-русски, табака. Сковорода. Сковорода, да, туда все накладывать. И в скором времени мне понадобится тыква. А, Лиля, Я- что ты уже проделала? Я обжарила до золотистого цвета лук, куриную грудку, кубиками порезала Ага. и тоже к луку отправила. Ага. Соль, специи сейчас добавлю еще чуть-чуть. Вот я сейчас выложила курицу с луком. Ага. И теперь порежу дольками тыкву, между курицей выложу кусочки и в духовку. Отлично. А, Лиля, я могу чем-нибудь помочь Да, тебе? мне нужно, Что нужно? перец болгарский, Так, да, мелкими кубиками. Вопрос, который я задаю всем. У нас секреты татарской кухни все-таки, да? Поэтому какое любимое блюдо из татарской кухни у вас? Я люблю кастыбы. Кастыбы? Почему? Ну, картошку, потому что мясо я не особо люблю, не ем. Что? Да. Как можно вот в татарской кухне без мяса? Вот, ну, Ну, представить невозможно, но это так. Айгуля, у тебя? У меня тут рган тауак. Вот в наших краях. Это такое очень, так скажем, широко принятое блюдо. Вот раньше Абика, когда сыт ойртайды, там оставались сливки, самые такие густые, жирные. И вот их мы перемешивали с яйцами и вот так и фаршировали курицу. Ну, это очень вкусно. Это очень вкусно, При- это очень такое именно татарское, исконно татарское. А откуда у тебя родственники, скажи, пожалуйста? Из города Лениногорск, я сама тоже родом из этого города. Я просто к чему говорю? Потому что туран-таук, его не везде делают, на самом-то деле. Ну, вообще, да. Ну, у нас даже, если так посмотреть, и, например, чак-чак и губудью я первый раз попробовала в Казани, когда я приехала учиться. У нас, да, О, сколько лет тебе было? мне было 17 лет тогда. 17 лет ты впервые попробовала чак-чак и губадью? Серьезно? Честно говоря, да. Как это возможно, живя в Татарстане, 17 лет прожить без губадьи? У нас это не очень-то принято готовить. У нас больше принято, вот, например, вместо чак-чака баурсак. Вот у нас баурсак обязательно на каждом мероприятии, на каждом празднике должен быть. У нас осталась кукуруза Так. консервированная, и можно и замороженную использовать, но я консервированную взяла, и стручковую фасоль. И все. Все это дело затягиваем со сливками жирностью 33,10%. Кладем сливочный сыр, и все, под крышкой 5 минут у нас блюдо А что готово. значит затягиваем? Увариваем лишь влагу. Куриная грудка с овощами и булгуром. Промытый булгур слегка обжарили на сливочном масле и отварили. Репчатый лук, куриное филе, морковь и сладкий перец нарезали кубиками. На сковороде обжарили репчатый лук до золотистого цвета, к нему добавили куриную грудку, посолили, поперчили и продолжили обжаривать. Затем поочередно добавили морковь, сладкий перец, консервированную кукурузу и стручковую фасоль. Залили сливками, посолили, поперчили и довели до готовности. А подавать как все это будем? Подавать будем красиво. Айгуль, что Ну, здесь у меня- происходит? Я нарезала тыкву брусочками. Теперь я раскладываю между курицей
То есть мы Ты прям его вот просто- так вот в хаотичном порядке Да, между да, курочками, да? произвольно вообще. Вот это не имеет значения как. Она все равно пропитается впоследствии соком от курицы, который будет выделяться. Подливаем Пожалуйста, Руслан. чуть-чуть водичкой. Минутку. Еще нужно сливочное масло поверх курицы Сливочное масло выложить. еще Да, нужно? Руслан, пожалуйста, подай Так, сливочное сколько масло. нужно? Я сейчас на глаз тоже буду опять-таки. Тоже это обычно, как А, ну и обычно, так вот выкладываем. частями тоже Да, тык-тык-тык-тык-тык раскладываем, да? Все, говорю, все очень просто. А как-то называется это блюдо, нет, у вас в семье? Да просто таук кабак, блин. Таук кабак, блин. Так, вот так вот прям, да, мы просто накрываем? Да, вот так. Надо просто прижать, да? Да, чуть-чуть. И в духовку. Да, кстати. На сколько минут мы отправляем в духовку? Вообще, это блюдо надо где-то примерно на час отправить. Час? Но я понимаю, что для курицы это много, однако же здесь будет все томиться в собственном соку, поэтому все-таки не нужно пренебрегать этим условием. Хорошо. На час так на час. Курица с тыквой под сметанным соусом. Таук кабак блен. Курицу разделили на порционные кусочки, репчатый лук нарезали полукольцами, выложили все в миску, посолили, поперчили и оставили ненадолго мариноваться. На противень, смазанный растительным маслом, выложили курицу, нарезанную кубиками тыкву, кусочки сливочного масла. Добавили немного воды, закрыли фольгой и отправили запекаться в духовку на час. Для соуса сметану смешали с мелко нарубленным чесноком, солью и специями. За 10 минут до окончания готовки смазали этим соусом курицу и отправили обратно в духовку. На гарнир отварили рис. Так, ну что, Айгуль, твое блюдо мы отправили в духовку. Да. Лейля, твое уже готово. Все, готов, выключаем. Мы просто сейчас прервемся на небольшую рекламку, потом вернемся и будем продолжать дальше. Друзья, ну что, мы вернулись. Напоминаю, вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». И у нас сегодня в гостях наши финалисты конкурса «Лучший народный рецепт». Это Лейля Кашапова и Айгуль Исрафилова. Итак, второй тур. Основные ингредиенты второго тура – это тыква и яблоки. Что будем готовить? Лейля, Я давай ты приготовлю сырно-тыквенный пирог. Так. На основе будут у нас яблоки, яблочный бисквит. У меня Айгуль? будет тертый тыквенный яблочный пирог. У тебя как-то попроще звучит, как будто бы У меня название. все попроще. Да, ничего, да. Просто он очень такой простой, да. Все, давайте. Если я опять же могу чем-то помочь, я с удовольствием. Давайте. Хорошо. Да, подайте мне яблок, пожалуйста. Конечно. Вот самое большое, да, мне одно Хоп, яблоко одного хватит. достаточно? Да, Так. достаточно. Здесь у меня просеянная мука. Нужно муку смешать с сахаром, Угу. соль Это И? что такое? и разрыхлитель. И все это хорошенько размешать до объединения всех ингредиентов. А затем обязательное условие – это холодное замороженное сливочное масло. На терке натираем и все это перемешиваем. Ляля, а ты нарезаешь Так, тыкву и я, яблочки, да? заготовки здесь сделала, яблоки почистила, тыкву тоже. Сейчас тыкву нарежем и отправим вариться в кастрюльку. Можно тыкву отварить, можно тыкву и запечь в духовке. Девчонки, ну смотрите, вы так переживали немножко, да, до начала нашей программы. Волновались, типа конкурс. А вообще на каких-то других конкурсах участвовали или нет когда-нибудь? Не обязательно кулинарных. Я участвовала именно в кулинарном конкурсе. Так, ну все-таки В кулинарных. том да? году, да, «Шеф-а-ля Рус» 2019. И как успехи? Вот. Мы в финал не прошли, но достойно выступили. Я предлагаю, в 2020 будет году такой конкурс? Будет. У нас есть команда из 3 человек, смотрите. Идеальная команда, мы выиграем всех просто, мы порвем всех. Айгуль, а у тебя были какие-то конкурсы или нет? Были именно вот кулинарные. Как раз недавно, в июне месяце, я приняла участие. Конкурс назывался «Татар-шеф». Конкурс проводился в рамках Инстаграм. Тоже был принцип, это отбор видеороликов. Так. Выбрали 3 финалистов. Мы пришли тоже так же, как баттл, как называется, готовили блюдо. Я заняла 1 место. О! Совершенно неожиданно для меня на самом деле. Я пришла туда быстренько, как говорится, принять участие, отстреляться и уйти. А что готовила? Умашаша, суп-затируха, если сказать по-русски. Ну, такое тоже очень простое блюдо. Вот мы просто руками натираем, как вот это тесто, Так. и засыпаем в бульон. Так, Я что происходит? сейчас Давайте. приступаю к бисквиту. Сейчас я забью сливочное масло с сахаром, потом добавим другие ингредиенты, как карамель. Заготовки я сделала соленой карамели, муку
и разрыхлитель. Соленая карамель? Это сладкая карамель, просто в конце добавляется соль чуть-чуть. Да, сейчас будет шумно, мы можем ничего не говорить в течение 2 минут. Так, Айгуль, смотри, Ляля здесь уже взбила практически все. Что делаешь ты? Я сейчас закончу готовить тесто для пирога. Добавлю немного совсем уксуса, чуть-чуть, чтобы он был больше рассыпчатый. И желтки. Угу. Вот, желтки добавляем. И перетираем все руками. И тесто готово для пирога. Класс, класс. Так, а мы сейчас это будем все добавлять, ингредиенты Добавлять, тоже да, будем взбивать, да, взбивать на минимальной скорости, просто чтобы перемешалось. Я смотрю, у меня здесь появились такие штучки. Да, Руслан, мне нужно Чудесным будет образом. помочь. Мне сейчас нужно будет на дно формы выстелить пергамент для выпечки. Хорошо, у меня все. И затем форму смазать сливочным маслом. А ты прям так выкладываешь, да? Прям Да, я размазываешь? выложила основу. Угу. Сейчас обильно посыпаю садовыми яблоками. Яблоки можно использовать любые. Так, обильно посыпаем. И отправляем в духовку при 180 градусов до золотистого цвета и карамельно-яблочного аромата. Это будет у нас основа. Да. Так, на сколько мы это отправляем пока? На 13 минут, на 10-13 минут. 13 минут засекаем. А что будет, если 14 мы их подержим? Или 12? Мы посмотрим. Всё, ладно, Когда будет хорошо. 13 минут, посмотрим. Я займусь начинкой. Ляля, это сливочный сыр? Это сливочный сыр маскарпоне с сахаром. Перемешала. Так. Сахар уже растворился. Сейчас будем пробивать блендером 200 грамм творога, затем 300 грамм отварной тыквы. Давай, приступай. Так, достали основу, так Достали скажем. основу, да, очень ароматная. Сейчас по форме будем мы резать. Ага. И, То есть не все вот это? Вот да, не такой- все, да. Вот это можно даже побольше брать формы. У меня 18 диаметр. И туда зальем сырно-творожную начинку такую, Так. тыквенную. И все, отправляем в духовку 150 градусов на 50-60 минут. Сырно-тыквенный пирог. Тыкву нарезали кубиками и отварили. Для основы венчиком взбили сливочное масло с сахаром до бела, добавили яйцо, соленую карамель, разрыхлитель, муку и все тщательно размешали. Выложили тесто в форму с антипригарным покрытием, присыпали яблоками, нарезанными на кубики, и отправили в духовку, разогретую до 180 градусов, на 13 минут. Для второго слоя смешали сливочный сыр с сахаром. Отдельно блендером взбили творог с тыквой и соединили с сыром. Из остывшего основания кондитерским кольцом вырезали круг. На него, не снимая кольца, выложили сырно-тыквенную смесь и отправили в духовку, разогретую до 150 градусов, на 50-60 минут. Ну, Вот я до вырезать. конца А у тебя доделаю как? начинку для пирога. Здесь у меня тертая тыква с яблоками. Яблоки как раз уже дали сок, будет сочная такая начинка. Но если очень много сока, все-таки можно крахмал или муки положить, чтобы не жидкое было. 3 столовые ложки сахара. Мгм. Этого будет вполне достаточно. А еще очень вкусно будет сюда добавить грецкие орехи, либо еще цедру апельсина. Формочка готова. 2/3 теста высыпаем и сверху начинку. И все? Ну, еще и сверху оставшуюся крошку. И отправим выпекаться Сколько это при выпекается? 180-190 градусов приблизительно минут 35-40 до образования такой румяной корочки. Айгуль, второй десерт готов? Да, готов. Все, отправляем в духовочку, да? Он у нас запечется. А Да. потом, друзья, будем пробовать то, что мы тут наготовили, и будем выяснять, кто же лучший сегодня оказался. Тыквенно-яблочный пирог. В просеянную муку добавили сахар, соль, разрыхлитель и все тщательно перемешали. В муку натерли замороженное сливочное масло, добавили уксус, яичные желтки и все перетерли руками в крошку. Для начинки яблоки и тыкву натерли на терке и смешали с сахаром. Форму для запекания выстелили бумагой для выпечки и смазали сливочным маслом. На дно формы выложили 2/3 теста, разровняли, добавили начинку и сверху присыпали оставшейся крошкой. Запекали в духовке 40 минут при температуре 180 градусов. Ну что, девчонки, все у нас готово.
Сейчас будем пробовать и определять, Да. у кого же все тут вкуснее получилось. С чего начнем? Давайте вот здесь вот начнем, вот здесь. Айгуль, с твоих блюд ладно. начнем. Итак, это курочка с тыквой, Да? запеченная Под сметано-чесночным соусом. под сметано-чесночным соусом. Так, ну и с рисом, да? Ну-ка. О, это очень вкусно. Очень сочно. Вкусно. Такой, мне здесь больше всего тыква понравилась, если честно. Да? Вот реально, да. Тыковка прям нереально вкусная. Вкусненько. Так, булгур. Да, булгур. Булгур, ну, в такой, смотрите, как красивенький Очень посуде. красиво, Вот вообще. готовился человек. знаешь. Профессионал. Лисичек набрала, смотри, сходила, засушила вообще, чтобы все было красиво. Ну, по-осеннему хотела сделать. Да, Тематика ну у нас такая. осень, да, у нас же Да, осень. Так, ну-ка. А это тоже вкусно. Да, это тоже вкусно, реально. Конечно, Попробуйте, вкусно. попробуйте, друг у друга попробуйте, потому что свои блюда вы точно уже знаете, как они на вкус. Вот друг у Давай. друга попробуйте, давайте. Я хочу, чтобы вы сами определили, кто здесь сегодня победитель, по крайней мере, в основном будет. Так, Очень ну что? вкусно. Очень вкусно и красиво. Да? Очень. Так, ну, Сочно. сочно. Очень вкусно, да. Давайте так. Я буду максимально объективным, постараюсь быть, да? А если по вкусу здесь не придраться ни к первому, ни ко второму, да, блюду вообще, давайте я, ну, за оформление я, вот, ну смотрите, Ну, за конечно, оформление да. я отдаю балл, Ляля, тебе. Ну, вот тут не попить вообще ничего. Вот, пока 1-0, батл продолжается, давайте. Так, десертом. Ох, ну раз уж мы начинали эти блюда, Айгуль, тогда теперь с твоего тортика начнем. Выглядит невероятным образом просто. Ну слушай, это прям такая ресторанная подача, мне кажется, вообще. Так. Очень. Да. Ура! Очень. Серьезно. Теперь давай твой пирог будем пробовать. Судя по тому, как он выглядит, какие ароматы Да. от него исходят, ну, По-домашнему. слушай, это прям... ну-ка. Ну, ничего не хочу говорить вообще. Здесь вкус тыквы ярко выражен, Да, больше, да. чем яблок, но Да. это очень вкусно. Серьезно. Ура! Спасибо, девчонки, спасибо. Я не знаю, как определить победителя здесь. Честное слово, я не знаю. Я вот прям и тебе за твой торт даю 1 балл, и тебе за пирог даю 1 балл. Но в Спасибо. общем счете получается 2-1 в пользу Ляли. Все, вот так. Вот так. У нас есть победитель, друзья! Лучший народный рецепт у нас побеждает Ляля Кашапова. Ляля, ну, ты у нас победила сегодня, поэтому мы тебя без диплома не можем никуда отпустить. Диплом за победу в кулинарном поединке награждается Ляля Кашапова. Это тебе! Держи. Поздравляю, поздравляю. Девчонки, спасибо вам огромное. Рахмат Бригзюр, что пришли, поучаствовали в нашем конкурсе. Тебя я еще раз поздравляю с победой. Поздравляю, Мать, тебе тоже огромное спасибо. Спасибо большое. Поздравляю. Все, никаких сейчас, ну ничего там, нет, все нормально? Все хорошо? Ладно, хорошо. Спасибо вам, что вы смотрите нас, да, и смотрите нас каждое воскресенье в 11:30 на телеканале ТНТ. Вот, не забывайте. Слава Богу, до свидания. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе.